Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Накануне в Общественной палате Коми обсудили механизмы противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории республики. Проанализировали современные показатели распространения инфекции и вопросы межведомственного взаимодействия, а также работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Все подробности у Анастасии Тюрниной. За круглым столом представители Центра СПИД, медики, общественники и те, кто представляет социально ориентированные некоммерческие организации. Вначале немного истории. Ровно 40 лет назад мир узнал об этом страшном недуге. Пандемия по СПИДу началась в США в 1981 году прошлого столетия. Тогда же в Конго заражается первый советский человек. В 1983-м американские ученые открывают вирус иммунодефицита человека. Спустя 2 года появляется первый тест на ВИЧ, а через 4 года первый препарат, который помогает зараженному человеку подавлять вирус в организме. Уже в 2000-х создан глобальный фонд борьбы со СПИДом. 300 тысяч человек в развивающихся странах получают лечение. По словам экспертов, к сожалению, новая пандемия по ковиду за последние 2 года внесла коррективы в обследовании по иммунному вирусу. Ведь много инфекционистов боролись и борются за жизнь людей в красных зонах. Россия на сегодня, вот в эти 2 года, выглядит лучше в мире и по продолжению скрининга на отношение ВИЧ-инфекции, и по отношению к наблюдению, и по отношению, значит, к оказанию специализированной лекарственной помощи ВИЧ-инфицированным. Несмотря и не вопреки. Значит, что касается Европы и, значит, других континентов, то они в этом плане действительно испытывают серьезные проблемы. Один из первых вопросов – нужно ли вакцинироваться ВИЧ-инфицированным от ковида? Ответ специалистов – обязательно. Далее – статистика. Начнем с положительной. В Коми Удырский район относят к территориям с низким уровнем распространения ВИЧ. А вот данные Воркуты, Ухты, Сыктывкара и Сыктывдинского района пугают. Преобладающий путь передачи – это половой, 73,9%. На втором месте наркоинфекционный 20,6%. И, к сожалению, у нас выросло, можно даже сказать, 2,5 раза перинатальная передача ВИЧ-инфекции. 2,5 раза, потому что в 2020 году у нас было 0 ВИЧ-инфицированных детей, зараженных перинатальным путем. В Коми ВИЧ больше распространен у мужчин, 62% от заболевших приходится именно на них. Женщины наполовину меньше. Но в этом году процент заболевших увеличился на 4%. Это и привело к риску вертикальной передачи от матери к плоду. Как и раньше, ВИЧ любит фертильный возраст. Болеют люди от 26 до 45 лет. В этом году в Сыктывкаре, Ухте и Яриге работали мобильные пункты для тестирования инфекции. Коми присоединилась к всероссийской акции. Большую помощь в выявлении инфицированных оказывают и социально направленные некоммерческие организации. Выявляем, скажем так, новых, кто заболел или кто болеет. То есть у нас же есть многие люди с той или иной жизненной ситуацией тяжелой, которые уже начинают болеть или продолжают болеть ВИЧ-инфекцией. И мы, получается, отправляя их в другие регионы по нашему договору со СПИД-центром, получаем терапию на них, и они с этой терапией уезжают на первые 2 или 3 месяца в другие регионы, и там уже они непосредственно стоят на учет в том организации, и там уже получают терапию непосредственно на месте. Но поначалу мы отправляем их уже со своей терапией на какой-то определенный участок времени. Самое главное, по словам экспертов, знать, что с ВИЧ живут многие. И это не приговор. Сегодня в мире существуют разные терапии, которые помогают человеку дожить до преклонного возраста. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.